В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Возможность приобрести субсидированные авиабилеты получат жители арктических районов Якутии в сентябре. Накануне Дня воздушного флота России работников отрасли отметили наградами в столице республики. Учебные заведения должны быть готовы к 1 сентября. Такую задачу поставил глава Якутии на заседании Совета по местному самоуправлению. В библиотеке Нерингри запустили проект «Оранжевый кактус». Он объединил детей разных возрастов. Фермеры Ленского района выращивают кукурузу. О секретах посадки и ухода за культурой расскажут наши коллеги. Глава республики Николаев поручил возобновить в сентябре продажу льготных авиабилетов в арктические районы. В перечень вошли рейсы до 14 арктических населенных пунктов: Белая гора, Батагай, Депутатский, Жиганск, Зырянка, Мома, Оленек, Сакырыр, Соскылах, Среднеколымск, Черский, Чокурдах и Усть-Куйга. Кроме того, введена адресность программы. Субсидируемые авиабилеты предоставляются гражданам, имеющим фактическое место регистрации на территории муниципального района арктической зоны республики. Временно закрытые аэропорты Юга и Центра России получат около 2,5 миллиардов рублей на компенсацию операционных расходов. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Президент поручил поддержать их коллективы во время такого вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. Необходимо продолжить внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности российских регионов. Во всех городах с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы у людей была возможность добраться до места назначения, ну а бизнес мог наладить логистические цепочки для бесперебойной доставки товаров и грузов. В третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота. Праздник всех, кто имеет отношение к авиации, от пилотов, штурманов и бортпроводников до рабочих аэродрома и бухгалтеров авиакомпаний. В канун праздника работникам отрасли вручили правительственные, ведомственные и благодарственные награды. Подробнее о празднике авиаторов расскажет Александр Хавренко. Для Якутии авиация является одной из важнейших отраслей экономики. Из-за больших расстояний только по воздуху возможно завезти грузы, продукты питания, организовать перевозку людей. В республике ведется большая работа по ремонту и реконструкции сети аэропортов и взлетно-посадочных полос, по обновлению и модернизации парка воздушных судов и якутских авиапредприятий. На территории Якутии работают 3 авиакомпании, расположено более 30 аэропортов, в которых работают тысячи человек, благодаря которым расстояния в Якутии сокращаются. В первую очередь выразить благодарность всем работникам отрасли, ветеранам отрасли за тот вклад, который сегодня вносится в развитие экономики авиации республики. Сегодня, несмотря на серьезные санкционные ограничения, авиационный комплекс республики работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров, грузов, активно пользуются популярностью субсидированные билеты. Мы продолжим практику субсидирования, в том числе и в арктические районы республики. Как и в любой отрасли, в авиации главное богатство – это люди. Пилоты, которые способны посадить самолет даже в самый густой туман. Работники аэродромов, службы, которые обеспечивают безопасность пассажиров и авиаперевозок. Гражданская авиация – один из наиболее пострадавших от санкционного давления секторов экономики. Но, несмотря на все препятствия, авиапредприятия стараются сохранить все ресурсы для того, чтобы продолжить поддерживать комфортную жизнь и работу своих сотрудников. Со всеми авиапредприятиями работаем на платформе высокого социального партнерства и, по крайней мере, в настоящий момент совместными усилиями никаких ухудшений социальных гарантий наших авиационных работников на данный момент нету. Да? И надеемся, что в рамках реализации нашего отраслевого тарифного соглашения по воздушному транспорту Республики Саха-Якутия мы будем также в дальнейшем защищать трудовые права и интересы. Нынешний год для авиаторов выдался богатым на события. В 2022 году отмечается 80-летие трассы Аляска-Сибирь. 25 лет исполнилось компании «Полярные авиалинии».
А осенью свои юбилеи отметят аэропорт Якутск и предприятие «Аэропорты Севера». И можно быть уверенным, в будни и в праздники крылья Якутии будут работать на благо республики. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Ну а как в Мирном отметят День воздушного флота России, расскажет Анна Брянская. Спустя 4 года мирнинцы День гражданской авиации отпразднуют снова на летном поле. Авиакомпания «Алроса» вместе с Мирнинским авиапредприятием устроит для горожан настоящее шоу. Вот на заднем фоне Ан-38 он тоже будет участвовать в шоу. В воздухе пилоты самолетов и вертолетов покажут мастер-класс летного дела. Парашютисты тоже обещают удивить прыжками с трюками. На летном поле работники авиакомпании и авиапредприятия разместят технику. В кабинах воздушных судов можно будет посидеть за штурвалом, сфотографироваться и услышать историю происхождения того или иного судна. Не обойдется и без концерта. Для мирнинцев споют местные артисты. Можно будет и перекусить. Выездная торговля тоже предусмотрена. Виновники торжества ждут всех мирнинцев отпраздновать День гражданской авиации вместе. Все начнется 21 августа здесь, на летном поле, в 11 утра. И не забудьте запастись зонтиками. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Порядка 100 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов планируют завезти в арктические районы республики через Северный морской путь до 30 сентября. План составляет всего 348 тысяч тонн. Из них в настоящий момент отгружено 248 тысяч тонн или 71%. Доставлено 137 тысяч тонн или 39,5% от плана. Сегодня наблюдаются низкие уровни воды на реке Колыме и на баровых участках рек Яна и Индигирка. Правительство окажет поддержку разработчикам отечественных комплексов сжижения газа. На компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий, будет выделен 1 миллиард рублей. Эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году 4 проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Развитие собственных возможностей в этой сфере поможет решить целый ряд задач, поддержать и относительно новый для российской энергетики сектор, запустить промышленные площадки, создать рабочие места и продолжить продвижение к национальным целям развития, которые определил президент. Размер компенсации расходов на перевод машины на газ увеличили вдвое в России. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения внесли в одно из приложений к госпрограмме развития энергетики, которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, малому и среднему бизнесу на переоборудование транспорта. Ожидается, что принятое решение простимулирует граждан и предпринимателей перейти на более экологичный вид топлива и поддержит спрос на метан. К концу 2024 года в России объем потребления природного газа в качестве топлива должен увеличиться до 2,5 миллиардов кубометров. Для этого развивают необходимую инфраструктуру. В течение 5 лет в стране построят около 1300 газовых заправок. В начале сентября при правительстве будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта. Он станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений для бизнеса, науки и государства. Центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2000 участников системы искусственного интеллекта. Отмечу, что в этом году по решению главы правительства на поддержку IT-отрасли выделено более 21 миллиарда рублей. В России запущена новая программа господдержки бизнеса. Теперь малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и на его развитие под 3%. На полученные средства предприятия можно будет осуществить закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Срок действия льготной программы составит 3 года, при этом кредит можно будет взять на 10 лет. В этом году по поручению президента Российской Федерации на капитальный ремонт школ выделены колоссальные средства. 58 учебных заведений республики находятся в программе капитального ремонта на этот и последующие годы. На сегодняшний день ремонтные работы завершены в 21 школе. По ряду районов и в городе Якутске есть объекты, где работы отстают от плана.
Глава поручил в ближайшие дни завершить все работы, чтобы новый учебный год дети встретили в отремонтированных школах. В ближайшие дни, уже дни, коллеги, так они недели, да, все работы у нас будут завершены. И 1 сентября у нас учебный год, День знаний, дети пойдут уже в отремонтированные школы. Там, где, еще раз говорю, у нас работы должны быть завершены именно в цикле 2021 года. Ошибки, затягивания абсолютно недопустимы, поэтому прошу вас взять это дело под личный контроль. Центр опережающей профессиональной подготовки проводит бесплатные курсы для старшеклассников по проекту «Моя новая профессия». Обучение организовано по 2 направлениям – это графический дизайн и цифровой куратор. Чтобы дети быстро и качественно освоили профессии, обучающие занятия в основном состоят из практической части. В конце обучения участники программы получат свидетельство об освоении профессии. Показываю программу CorelDRAW. Они обучаются на данной программе, потому как она на данный момент актуальна у нас в городе, и ей пользуются в основном полиграфические печатные студии, там наружная реклама и так далее. Им интересно, например, создание постов и так далее. Все это в любом случае как-то связано, в малой или большей степени с графическим дизайном. То есть композиции, вся расстановка тех или иных материалов и так далее. Чувство выбора гармоничных цветов и тому прочее, это все как бы связано. Новый проект под названием «Оранжевый кактус» объединил детей разных возрастов. Авторы проекта – нерюнгринцы, финалисты республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Основная цель работы – увести детей с улиц, организовать клубы на базе библиотек, где школьники будут проводить свободное время и получать полезную информацию. Все новое – это хорошо забытое старое. Елена Строкова взяла за идею практику детских и подростковых клубов советских времен. И именно эта ценная практика легла в основу нового пути работы современных библиотек. Проект «Оранжевый кактус» позволит вовлечь школьников с низким уровнем мотивации в системную досуговую деятельность. Задача этого проекта как раз помочь этим детям из трудных семей, из малообеспеченных семей, дети, которые совершенно пока еще не читают, и хотят, и не знают, что такое библиотека. И даже, может быть, и те дети, которые стоят уже сегодня в инспекциях по делам несовершеннолетних. Цель этого проекта все-таки сделать так, чтобы провести работу, и эти ребята, девочки, мальчики, будущее наше подрастающее поколение, пришли в библиотеку и заинтересовались. Клуб – это в первую очередь место для общения в той форме, которая ребенку на данный момент комфортна. Проект уже активно реализуется. Дети играют в игры, которые имеются в библиотеке. Им предлагаются различные активности. Набор активностей рассчитан на 4 тематических блока по временам года и ориентирован на традиционные календарные праздники и темы. Я была на танцах и пришла сюда, и мне здесь очень сильно понравилось. Я привела сюда подругу, и нам дали всякие ткани, и мы строили домики. Мне здесь нравится, здесь есть и игры, и здесь можно чем поразвлекаться. Согласно дорожной карте проекта «Оранжевый кактус» в ближайшее время планируется апробация в поселке Чульман для того, чтобы выявить эффективность предложенных решений. Сейчас мы ждем поступлений средств от спонсора для того, чтобы снабдить нашу тестовую площадку, библиотеку номер 10 поселка Чульман Нерюнгринского района, набором игрового оборудования. Также мы дадим им некоторые активности, предложим библиотекарям, которые они будут предлагать детям, и предложим руководству НЦБС систему мотивации библиотекарей, которые будут работать с этими детьми по этой схеме. За короткое время уже имеются положительные результаты. Эксперимент привел к посещаемости библиотеки, увел с улицы около десятка детей, в том числе и из группы риска, что особенно актуально в суровых зимних условиях. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Удачнинской школе номер 19 построят новый стадион. Из республиканского и районного бюджетов на него выделили 64 миллиона рублей. Там установят трибуну с навесом, сделают футбольное поле. Неподалеку разместят тренировочную и волейбольно-баскетбольную площадки. В следующем году там же установят уличные тренажеры. На стадионе будут заниматься не только школьники во время уроков физкультуры, но и планируют организовывать городские соревнования и мероприятия. Подрядчики должны сдать готовый стадион до 31 октября.
Модернизированный цех для содержания кур-несушек открыли на птицефабрике Якутска. Количество птицемест в цехе увеличено с 12 тысяч до 55 тысяч. Там установили новое клеточное оборудование, систему управления и контроля за процессами кормления, поения, притока воздуха, отопления и охлаждения. Ввод обновленного цеха позволит произвести свыше 84 миллионов яиц к концу этого года. Программа технического перевооружения предприятия будет продолжена, и на следующий год запланирован запуск еще одного цеха. Необходимое оборудование уже закуплено. Отмечается, что перед предприятием поставлена задача увеличить производство яиц до 100 миллионов ежегодно. Прилавки крестьянского рынка Сайсары переполнены местными овощами. Но в связи с понижением температуры огурцы чуть подорожали. Если 2 недели назад килограмм огурцов продавали за 30 рублей, то сейчас предлагают за 100 рублей. А цены на другие виды овощей, наоборот, стали дешевле. Килограмм местных помидоров можно приобрести за 100 рублей, баклажаны за 150, кабачки за 80, а килограмм моркови стоит 120-150 рублей. Картофель с дачного участка начинается от 100 рублей. Несмотря на прихотливую погоду, пригородные хозяйства планируют выполнить план. Урожай картофеля составит 12 тысяч тонн, а остальных овощей – 9 тысяч тонн. Капуста, морковку вот местные, петрушка, укроп, картошка вот местные мелкие. Все дешево, очень хорошие. Все местные производства. Нет, цена нормальная цена. Ну, огурцы немножко потому что она уже заканчивается. А помидоры, остальные арбузы, капуста, все дешево уже. Например, кукурузу 250 продают. И если мы еще скидку скидываем хорошо. Оленчане могут полакомиться кукурузой местного производства. В Ленском районе мурьинские фермеры вот уже второй год выращивают эту сельхозкультуру. Сколько времени нужно на вызревание початка и какие еще овощи фермерское хозяйство поставляет на местные северные рынки, узнавала Анна Кожевникова. На этой плантации растет 10 тысяч кустов кукурузы. Такую нетипичную для севера сельхозкультуру производят только в единственном населенном пункте Ленского района в Мурье. Для того, чтобы початок полностью созрел, ему необходимо чуть более 2 месяцев. Первый урожай собирают на 67-68 день. Сегодня, если на прилавках ленских магазинов вы видите свежую кукурузу местного производителя, это сельхозпродукт мурьинских фермеров Алайдиновых. Они уже 4-й год занимаются растениеводством. Данное хозяйство, в поле которого мы сейчас находимся, в настоящее время у них есть и кукуруза, и свекла, и морковь. Всего понемногу. И эти овощи у нас хорошо произрастают в нашем регионе. Поставляют в разные магазинчики, и также у них продавец есть, сидит в районе Пролетарской улицы. Но такие сельские культуры, как кукуруза и арбузы, редкость на северном фермерском рынке. У Алайдиновых же в планах выращивать арбузы. Сегодня на плантациях работает 10 человек. Самое главное, необходимость для расширения фермерского хозяйства – техника. Большую машину надо, тракторы надо. Еще мы дальше хотим побольше земля делает, чтобы раз работаем, надо побольше делать. У нас еще, как сказать, в районной администрации тоже помогает, субсидии дает. Если субсидию получите, на что хотите ее потратить? Ну, основную технику надо, нам лекарства, витамины дали, Якутске отправили удобрения, минералку отправили. Вот так трудятся местные фермеры, обеспечивая сельхозпродукцией Ленский район и север Якутии. Анна Кожевникова, Александр Ильчук, Ленск. Дело Александра Фазеля будет жить. Экспонаты из парка динозавров якутского палеоскульптора, трагически погибшего этой весной, выставят в столичном парке активного отдыха «Урдел». Там создадут аллею имени Александра Фазеля, где и будут выставлены его работы. Передача фигур состоялась сегодня. Все скульптуры выполнены в полном масштабе и с соблюдением пропорций. Напомним, необычный парк доисторических животных появился в Якутске в 2017 году. 5 марта при пожаре сгорела 21 фигура. Пожар также унес жизнь самого скульптора. Мы, конечно, были очень обеспокоены, что эти фигуры просто остаются под открытым небом. И слава богу, сегодня хорошее событие. Урдел парк, они оказались неравнодушными
к этой теме и к этой идее. И они решили, что эти доисторические животные должны стоять у них в Вирдел-парке, чтобы дети, молодежь смотрели, радовались. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.